Это срочное включение «Утро в столице». У нас появился звонок. До нас дозвонилась девушка, телезрительница. Ее зовут Гузель. И она готова прямо сейчас в прямом эфире ответить на самый, наверное, сакраментальный вопрос этого тысячелетия. Почему Чак-Чак называется именно так? Гузель, доброе утро. Доброе утро. Так почему же? У меня такая версия. Вот Чак-Чак готовили и готовят на большие праздники, торжественные мероприятия. И принято отламывать Чак-Чак понемножку, помаленьку, что и означает вот Чак-Чак. Такая версия. Слово само чак, или, как говорят татары, Да. либо башкиры, Помаленьку, чак, либо сек. Соответственно, это переводится. Хорошая, интересная версия. Мы ее принимаем. Правильный ответ мы озвучим чуть попозже, но нам очень понравилась ваша версия. Спасибо вам большое за этот звонок. Ну, вы как минимум поощрительный себе приз уже точно заработали. Оставайтесь с нами, и тогда вы узнаете, победили ли вы на самом деле или нет. Ну а прямо сейчас, уважаемые наши телезрители, мы с огромной радостью в сердце презентуем вам наших замечательных музыкантов, родом из нашего города, да, представляющих на международных многих фестивалях музыки, конкурсах музыкальных, да, нашу республику. Это группа Ятаган. Ребята, доброе утро вам, здравствуйте. Доброе утро. Давайте представим вас, чтобы наши герои, телезрители знали в лицо. Это руководитель группы Ильдар Шакир. Тот, кто больше всех зарабатывает, сразу видно. Да? Солист группы Аяз Нухов. Сегодня Аяз у нас с виолончели, но мог бы прийти и с кулкубызом, по идее, ведь, да? Ну, посвежее просто инструмент. Ну все, понял, да. И Мурат Джанизаков, солист группы Кураис, да? Так Ребят, точно. прежде чем мы начнем наше интервью, можно вас порадуем. попросить, да, что-нибудь сыграть? Пожалуйста, будьте так добры. Знаете, нам режиссер сказал громко не хлопать, потому что знал, что мы будем очень вдохновлены. Спасибо вам большое, это было чудесно. Ребята, с серьезного вопроса хотим начать наше интервью. Готовы вы ли к серьезному вопросу? И к серьезному ответу. Да, значит, ребят, да я думаю, шутим уж, конечно. Вот мы сегодня говорим о мусульманских праздниках в том числе. Как вы считаете, вы ведь, наверное, бываете на таких торжествах, вас приглашают как музыкантов. Часто ли на них исполняются песни на своем языке и слушают соответствующую музыку? Я имею в виду народную, национальную. Вот как вы считаете? На мусульманских праздниках? Да, именно мусульманских. Исполняется, да, приглашается. Ну, может быть, не везде, потому что не везде, скажем так, отношение к музыке правильное. Вот. И, как правило, даже больше, наверное, не народная музыка исполняется, но мунажаты, в принципе, как народный жанр можно разбирать. Что такое мунажаты? Мунажат — это такой духовный жанр, его называют, да, когда воспевается какой-либо праздник, воспевается как раз-таки пророк Мухаммад, ну, мир ему, благословение Всевышнего. Вот. И также воспеваются, например, в сборнике Сергея Рыбакова в XIX веке. Там мунажаты были просто религиозного типа, что нужно быть с верой, что нужно жить адаб, да, то есть, скажем так, такое этика отношений там и так далее, чтобы адаб был.
Вот, это все воспевалось. Поэтому вот этот жанр был очень, скажем так, точен для религиозной. Скажите, а вот не на национальных праздниках, на каких-то мероприятиях слушают национальную музыку именно? Ну конечно, национальную музыку очень любят. То есть востребована сейчас? Сегодня вообще это как бы возрождение идет, интереса к этому, и посредством именно этногрупп, когда есть какие-то элементы современности, народ еще больше интересуется. Совсем недавно прошел грандиозный фестиваль «Сердце Евразии». Да, вы уже заулыбались, знаете, о чем я спрошу. Вы были участниками конкурса «Урал-Моно». Расскажите о своих успехах и какие планы? Да. Давайте спросим Аяза, к примеру, об этом. Наши планы. Ну что, мы заняли наконец-то первое место. Поздравляем вас с этим. Ездили недавно в Казань тоже, но там, к сожалению, нам дали второе. Да, но в этот раз у нас на родине, в Башкирии, заняли первое место. Там был всероссийский конкурс в Казани, здесь был международный. Да. На что потратите приз? Точнее вообще, сказать, на что потратит приз Эльдар? На новый пиджак. На самом деле у нас все честно, и мы сейчас, по крайней мере, занимаемся все вместе группой в плане того, что средства мы вкладываем на развитие коллектива. Да, мы скоро, скорее всего, презентация диска. Да, вот сейчас мы пишем диск, и я думаю, к осени мы уже будем его презентовать. А вообще у нас были планы приобрести микрофоны, датчики там, и так далее. Это очень нужно, потому что не всегда мы можем прозвучать так, как мы должны звучать. Я хочу задать вопрос, например, Мурату. Для чего у тебя сегодня столько инструментов? Ну, это уже в нашей республике никому не новость и не секрет, то что курай не только один, их несколько, разнотональный. Разнотональный? Да. То есть у каждого инструмента своя тональность, да. То есть подстраиваясь под музыку, под тональность, меняешь курай. Бывает за один номер все 6 кураев менять приходится. И успеваешь ты? Ну, как жонглер получаюсь, да? Да. Ну что, расскажите, пожалуйста, ребята, в Уфе молодежь, вот именно молодежь, современное поколение, интересуется национальной и народной музыкой? Ну, вообще... Вот вы сами достаточно молодые. Как вы вообще пришли к тому, что создать этногруппу? Давайте с этого вопроса начнем, если вам будет легче. Ну, наверное, каждый сам пришел, наверное, да, какими-то своими путями. То есть, например, я до этого просто занимался, вообще изучал, допустим, русский фольклор. Через русский фольклор во мне проснулись национальные, как бы, вот именно востребованности. Я приехал сюда из Саратовской консерватории и стал этим заниматься. И вообще это, мне кажется, народное самосознание, оно глубоко в каждом человеке спит. Но сегодня, к сожалению, мы все под влиянием западной, скажем, культуры, в кавычках. А почему, к сожалению? Ну, потому что мы теряем свое народное самосознание, и это, я думаю, что это минус, потому что сегодня многие исполнители, которые появляются, в любой точке мира остается только язык, а музыка похожа, как везде. То есть она западная, исключительно она с этими сэмплами там, и так далее, она одинаковая. Что делаем мы? Мы стараемся именно национальный колорит оставить настолько, насколько это возможно. Потому что все-таки мы ребята молодые, мы тоже, в общем-то, под этим влиянием. Но мы стараемся как-то вот, быть в этносфере наших предков. Вот мы стараемся. Насколько это получается, конечно, уже судить не нам, но это очень тяжело. Как сказал один мой наставник, он говорил, что народная мудрость, она именно среди народа. Именно не испорчена ни цивилизацией, ни компьютерами. Не модными тенденциями. Да, и сегодня есть такие, нет, сложно, то есть поискать надо таких. Мурат, ну вот ты как человек, который очень часто выступает на сцене, ты же видишь тех людей, которые вас слушают. Вот кого ты можешь там выделить? Там больше взрослого поколения, средний какой-то, да? Либо такие же молодые, как я, люди. Да нет, особо выделить-то никого не охота, потому что... Я, кстати, замечал, когда ты играешь, ты с закрытыми глазами это делаешь. Да. Это привычка, кстати, я это даже не могу контролировать. А он уже Мне говорят. Он уже справился, уже на всех фотографиях с открытыми глазами. Нет, когда фотографы ставил вижу, да. спички, наверное, да? Нет, когда фотографы вижу, я глаза открываю, он уходит, я закрываюсь. Потому что уже фотографы не могут Кого поймать. вы можете выделить среди вот главных своих слушателей? Да. Да как бы они все возрасты. На самом деле, у каждого своего возраста, да. Есть Да, представители всех возрастов, да? Да. Да, Видимо, кстати... такая музыка, которая сейчас уже мы угодили вот разным возрастам. И молодежь слушает,
и среднее поколение, и даже если кто старше 60 есть. Да, если бы ты посетил вот «Сердце Евразии», ты бы увидел, как дети совсем маленькие зажигают под эти национальные мотивы. Вот мне все нравится, более того, я сам очень люблю, ну вот как вот, может быть, на моем примере, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вот я присутствовал на одном мероприятии, где вы, ну и где вы в том числе играли, да, были и другие национальные группы. Но вот как танцевать-то под эту музыку? Я согласен, она очень мелодичная. Ее очень интересно вот слушать, но вот так вот сидеть, как на концерте. А ведь праздник это когда и у тебя все внутри хочет как бы выйти и потанцевать хочется. А как танцевать вот по такой музыке? Существует ли отдельное направление танцевальное среди народной этнической музыки? Есть соответствующий репертуар просто. Репертуар, да? Конечно, то есть они же тоже по жанрам разделяются, да? Вот, и то есть отдельный репертуар специально делается именно для танцев. Какие-то нововведения есть? А я что-то хотел Да, сказать. и у нас как бы ритм есть еще, кроме нас троих. Да, у нас сегодня нет Да. четвертого, Можно сказать, основного. одного из основного, да. То есть ударник, это, если нет ударника, то потанцевать тяжело, скажем так. А если есть ударник, то... Там, где есть бит, и где есть первая и второстепенная доля, естественно, захочется сразу пойти в пляс. Подвигаться, да. Да-да, главный ударник подумал, наш кураист, ага, вот не было бы меня, станцевали бы. Ну что, давайте переходить к репертуару, давайте еще что-нибудь сыграем. По-моему, ярче всяких слов говорит об этнической народной музыке, в общем-то, сама суть, сама мелодия, сами ритмы. Может, танцевальное что-нибудь? Ну, давай сейчас, ребят, сами Давайте определяться, решайте, да? ладно. Что-нибудь из Бруно Марса, пожалуйста. Бруно И Марс. такое можно, да. Treasure! Со второго куплета. Давай ж потанцуем, раз уж начал. Танцевальная же музыка. А я что думаю? Все, только начали, только раскочегарили. начали танцевать. Спасибо большое. Группа Ятаган у нас в прямом эфире. Но мы с Диной получили искренне вот такое эстетическое удовольствие от таких замечательных мелодий и мотивов и вашей да. музыки. Ребят, мы желаем вам успехов в творчестве, дальнейших побед. И вот с таким же ощущением гордости нести вот это знамя группы, которые представляют нашу республику на многих международных аренах. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Успехов вам. Спасибо Ну а вам. вам, Рада дорогие стараться. телезрители, мы желаем всего самого хорошего. И пусть вот такой качественной, красивой музыки, как репертуар группы Ятаган, в нашей жизни будет больше. Это «Утро в столице». Будьте с нами.